У Музы выходной. Творческий кризис одолел талантливых музыкантов. Ничто так не успокаивает и не наполняет вдохновением, как свежий воздух, созерцание природы и, конечно же, этнос. Легкое звучание акустической гитары в сочетании с древними казахскими музыкальными инструментами наполняют душу музыкантов и вдохновляют на создание новых мелодий и композиций. Сегодня Джонни Гас и Серик Нурмалдаев отправляются в музыкальное путешествие в город Усть-Каменогорск. Среди шаманов ходит просто невероятное количество преданий, легенд и мифов, посвященных различным аспектам бытия человека и всего живого, рождению Вселенной и происхождению вещей. И одна из таковых рассказывает о том, как появился первый бубен. Однажды в центре мира, где растет космическое древо, началась буря, и поднялся мощный ураган. Он был такой силы, что даже древо выдерживало его с трудом. Конечно же, устоять оно смогло, но одна из ветвей все-таки упала на землю. В итоге ветвь нашел шаман, и его духи-помощники помогли ему сделать из нее обод для бубна. Так и появился первый бубен, наделивший шамана сверхъестественными возможностями и способностями, в том числе и способностью входить в состояние транса. У казахов этот музыкальный инструмент вошел в обиход под названием дангра. Всем привет! Меня зовут Серик Нурмалдаев, я участник фольклорно-этнографического ансамбля «Туран». И сегодня мы приехали в город Усть-Каменогорск за вдохновением. Всем привет! Я Джонни Гас, и я здесь с Сериком в аэропорту города Усть-Каменогорск. Это северо-восток Казахстана, и мы планируем тут все изучить и собрать как можно больше информации о казахской музыке прямо здесь. Поехали? Поехали! В 1720 году был основан этот город. Здесь родились такие известные личности, как Уралхан Бөкеев, Касым Кайсенов и другие. Это амфитеатр на открытом воздухе. Да. Будет хорошее усиление. Давай направимся к сцене и сыграем для жителей Усть-Каменогорска. Красиво! And if I had a song I could sing to you, let's give it that chorus. If I had a song I could sing to you, I'd sing this song. The sunshine all the time, sunshine on the waters looks so lovely, yeah. Sunshine almost always makes me high. Еще раз, Серик. Almost always makes me high. Песня для Усть-Каменогорска. Я вижу вдалеке флаг Казахстана. Да, О, кстати. похоже, это флаг Казахстана. Горы, лес, река Иртыш. Джонни, знаешь, я вспомнил песню. Песня, которая посвящена этим горам. Давай сыграем? Ты именно про эти горы говоришь? Да. Это Алтайские горы, да? Да.
Давай попробуем сыграть. Поехали. И... Мне кажется, сегодня у меня лягушка в горле. Это холод. Мне кажется, холодновато. Но я думаю, ты еще распоешься, и весь Алтай, весь Усть-Каменогорск будет слышать твой голос. Здесь правда красиво. Филармония? Да, пришли к филармонии. Усть-Каменогорская? Да. Я созвонился со своими друзьями, ждут они нас внутри. Я хочу тебя познакомить сегодня с несколькими инструментами и, конечно же, чтобы они сыграли. И, может быть, у нас получится совместная Они импровизация. шаманы? Ну нет, не совсем. Но он учит горловому пению. Окей, пойдем посмотрим. Джонни, у нас сюрприз. Дело в том, что я предупредил своих друзей о том, что мы сейчас едем сюда. Хотим тебя принарядить в шамана. Okay. Хотим, чтобы ты прям не просто поимпровизировал или поиграл на шаманских инструментах. Мы хотим, чтобы ты почувствовал дух шамана. Вот как? А это на голову? О, все, настоящий шаман. С этим инструментом ты, в принципе, знаком. Okay. Получилось! Отлично! Ну как, тебе понравилось? Фантастика! Удивительно! Импровизация шикарная, да, получилась? Очень, очень хорошо! Ну вот такие вот у меня друзья. Дружище, это круто! Ну и мы по доброй нашей традиции пришли сегодня также пообедать. Я тебя хочу познакомить с очень вкусным блюдом казахским. Но оно специфичное, наверняка ты такое никогда не пробовал. А может, и пробовал? Чувствую запах. Yeah. Вот оно. Ага. Понятно. Здесь внутри находится мясо, которое варится в собственном соку. Когда-то в древности вот в такие желудки охлаждали мясо, которое варилось когда-то, и ложили в такой желудок, чтобы он просто сохраняет, получается, свежесть продукта. И наши апашки давали дорогу, дальнюю дорогу своим сыновьям или героям, например, да, сколько дней, смотря будет идти, ехать этот человек. И они могли всегда есть свежее мясо. Вкусно? Вкусно? Нравится? Вкусно очень. Ну, приятного аппетита. Приятного аппетита. Хорошенько подкрепись. Нам дальше еще очень много всего нужно сделать. Мы пришли в очень интересное место.
Это этнопарк города Усть-Каменогорск. И да, этнопарк. И главной достопримечательностью этого этнопарка является то, что здесь есть такая маленькая улочка, на которой собраны очень много культур, как ты видишь, дома. Это русский дом. Русская усадьба. А вот ты видишь Корею. В Казахстане проживают все эти народности. И они живут бок о бок, очень дружно. Как ты понимаешь, в Казахстане очень много культур, естественно. Да, много разных. Большое разнообразие культур. Как корейцы, русские. Даже вот немецкий дом стоит здесь. Это немецкий. Вон там еврейский дом. Дальше Азербайджан, там грузинский дом. Разные культуры, вкусы, еда, музыка. Все, архитектура. Я так и представляю, как здесь проводятся такие огромные фестивали. Серик, красиво. Смотри сюда. Цвета, низкие дома. Джонни, а давай мы здесь тоже оставим свой след? Хорошо, значит восток с западом. В миноре нормально? А майнер. A minor. Эй, майнер. Хорошо. Walking down the memory lane, you see your love pass you by. And everything fades into black and white. Come from the east, come from the west, and bring with you the songs of love, the songs of love, the way they do. Songs of love for you, songs of love for me, songs of love for everybody, songs of love for the trees and the breeze and the rocks and everything. Красиво. Ты тоже достоин. Очень красиво получилось. Сколько всего зависит именно от местности, да? Правда. Ну, Что ты думаешь дальше? ну, я думаю, давай посмотрим еще что-нибудь интересное. Okay. Это дом Абая, точнее, ее копия. Потому что дом Абая все-таки находится в Семипалатинском регионе. Здесь мы в этнопарке можем как раз увидеть копию этого дома. Отлично. Приятный дом. Смотри, кухня. Видишь, какой? Чисто казахский дом. Это столовая. Да, это кухня. Смотри, кухня, столовая отдельные. Здесь вот. Это вот гостиная. Это небольшая гостиная. Вот это тоже гостиная. Ну, это Окей, более еще одна спальня. комната. Это комнатка, где Абай
видимо, работал. Это его кабинет? Да. Красиво. Хорошее место. Понравилось? Очень красиво. Выступление для дам и джентльменов. Ну, я вижу, да. Собрались зрители. И, естественно, мы должны подарить творчество наше. Окей, давай попробуем. Давай попробуем. На этот раз что попробуем? D.A. Ты знаешь Бесса Мемучо? Да ну, давай. Bésame, bésame mucho. And each time I cling to your lips, I have music divine. Bésame, bésame mucho. Kiss me, my darling, and say that you'll always be mine. Bésame, bésame mucho. And each time I cling to your lips, I have music divine. Bésame, bésame mucho. Kiss me, my darling, and say that you'll always be mine. This joy is something new, my arms enfolding you never used to thrill before. Whoever thought I'd be holding you close to me, whispering it's you I adore. Dearest one, if you should leave me, and each little dream would take wings, and my love would be true. Bésame, bésame mucho. Oh, love me forever, make all my dreams come true. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Джонни, ну кто скажет, что ты с Индии? Никто не скажет. Никто? Прям, Я и сам в это поверить не могу. ты прям Спасибо. играешь как испанец. Сейчас вспоминаю нашу поездку в Тарас. Я тебе там рассказывал великую историю любви. Точно. И сейчас мы подходим к еще одной великой истории любви. В казахском этносе очень много таких легенд о любви. Окей, много влюбленных Да. здесь. Мы сейчас подходим к памятнику, к мемориалу, который посвящен Хозы Корпеш и Баян Сулу. Старинная легенда о трагической любви Козы Карпеш и Баян Сулу гласит: друзья с детства Сарыбай и Карабай поклялись поженить своих детей, которых еще до появления на свет обручили. Не дождавшись рождения сына, умирает во время охоты Сарыбай. Подрастающие Козы и Баян, еще не видевшие друг друга, но связанные узами брачного договора, наконец полюбили друг друга. Проходит время, и Карабай меняет жизненные планы. Он обещает отдать свою дочь за местного палуана Кадара, спасшего однажды его отары от Джута. Кадар становится преградой между влюбленными. В этом вечном треугольнике первым сложил буйную голову Козы. Опечаленная Баян, чтобы отомстить убийце, прибегает к хитрости. Она обещает выйти замуж за Кадара, если тот выроет для нее колодец с ключевой водой. Кадар принимается за работу, все углубляясь, держась за длинные косы Баян. Девушка неожиданно отрезает косы. Кадар, оставленный в колодце, умирает. Тем самым Козы отомщен. На его могиле героиня легенды закалывает себя кинжалом.
Очень красиво. Спасибо. Спасибо за такую лирику. Особенное. Это особенное. Это Алтай. То есть граница с Алтаем, так? Хорошо заметил, кстати, Джой. Да, здесь неподалеку ты видел Алтайские горы. И как раз регион этот, Алтай, называют колыбелью цивилизации, тюркской цивилизации. Кстати, я же сегодня еще инструменты принес. Да? Здорово. Сейчас. Давай посмотрим. Этот дядька на меня похож. С бородой и усами. И в шапочке. Ого, это особый. Нет, я думаю, не тот, а вот этот на тебя больше. Да, этот не лысый, волосы есть. Джонни, в руках у меня шаманский бубен. Ясно. А у казахов этот инструмент называется дангра. 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 Hurricanes up in love. Said that you'd be loving me till the stars were from above. Yeah. Leaving all your little lies running to remorse. You're a stand hand in hand with love that's truly kind. You cut me down again, many times and more, and I'll still be in love with you, baby, till the heavens fade and fall. Привет, мои дорогие друзья! Усть-Каменогорск останется в моей душе навсегда. Это удивительный и очень красивый город, где живут талантливые люди. У нас с Сериком получились очень хорошие импровизации. Как говорят на Алтае, в этом нам помогали духи. Впереди нас ждет новое, увлекательное путешествие. Your place gold on my finger. You bought love like I've never known. You gave life to our children and to me a reason to go on. You're my bread when I'm hungry. You're my shelter from trouble winds. You're my anchor in love's ocean. But most of all, you're my best friend. When I need hope and inspiration, you're always strong. When I'm tired and weak, I can search this whole world over, and you'll still be everything that I need. You're my bread when I'm hungry. You're my shelter from troubled winds. You're my anchor in life's ocean. But most of all, you're my best friend. You're my bread when I'm hungry. You're my shelter from troubled winds. You're my anchor in life's ocean. But most of all, you're my best friend. Yes, most of all, you're my best friend. Океан жизни.